Доброе утро, страна. Продолжаем просыпаться в прямом эфире. Но сейчас давайте поговорим не об утренней программе, а о ночной. Так вот, масштабная культурная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, пройдет уже в эти выходные, в неурочное время, но точнее в ночь, как я уже сказала, с субботы на воскресенье, то есть с 22 на 23 мая. Вот сейчас все точно объяснила, поэтому никто не запутается. Так вот, двери многих музеев будут открыты для посетителей. О том, что подготовил для своих зрителей Национальный художественный музей, поговорим с заместителем генерального директора музея Светланой Янейко. Доброе утро, Светлана. Доброе. Доброе, Светлана. Ну, давайте сразу вспомним, что в прошлом году Ночь музеев проходила в онлайн-формате. Да. А что будет в этом? Формат меняется? Да, мы возвращаемся к живому формату. Наконец-то. Ура! Да, мы тоже очень рады. И единственный момент, на протяжении долгого времени мы проводили акцию «Ночь музеев» в таком масштабе, с разными активностями, с действиями, с различными программами. В этом году мы бы хотели вернуться к более классической версии «Ночи музеев», когда музей просто открыт, доступен для посетителя в таком тихом, традиционном, рабочем режиме, скажем так. Поэтому мы сдвигаем время с 4 часов дня до 12 часов ночи. И в это время музей просто открывает свои двери, и мы ждем всех желающих. А ожидаете ли вы такого потока посетителей, какой мы видели в предыдущие годы? Потому что вот мы с вами за кадром вспоминали, что в наше университетское время это стояла очередь от Национального художественного музея до Перекрестка, и люди действительно по 1,5, по 2 часа ждали, пока их впустят в музей. Вы знаете, на фоне всех произошедших событий, сейчас, наверное, как никогда, мы бы хотели, чтобы в первую очередь посетитель чувствовал себя комфортно, была небольшая дистанция друг между другом. И маска. Да, и маска. Без этого уже теперь нашу жизнь представить невозможно. Поэтому скорее очереди, наверное, не про этот год. В этом году девиз Национального художественного музея «Ночи музеев» наедине с искусством. Как это отразится на зрителе, что вы покажете ему? Ведь искусство – это, в принципе, тишина, единение, неспешность. Ну да, вы правы. Вы знаете, у нас будут работать 2 крупных выставочных проекта. Один из них называется «Для чего ты меня оставил?». Это выставка сакрального искусства 17 по 20 век включительно. И это такой минималистический проект, который как раз-таки направлен на тишину созерцания. Там не так много экспонатов, он очень камерный по своей сути, плюс там такое темное, выстроенное особым образом пространство, поэтому как раз-таки, я думаю, именно этот проект задаст тон нашей Ночи музеев. Но для тех, кто видит для себя более активный вариант Ночи музеев, будет работать выставка «Море, небо, облака», представляющая смену пор года в искусстве, в живописи, в графике, в скульптуре. И это уже формат более такой, наверное, естественной, природной составляющей, поэтому, я думаю, каждый найдет для себя что-то свое. И классика, русское искусство 18-20 века, наша постоянная экспозиция. Но я так понимаю, что можно будет посетить не только Национальный художественный музей, не только в Минске. Можно будет отправиться на Ночь музеев. А какие еще площадки, в том числе и по стране, у нас будут задействованы этой ночью? Фактически каждый музей в нашей стране в этот день будет работать и что-то предлагать для музейного посетителя. Из таких знаковых можно отметить, наверное, самого длительного по предлагаемой программе музей. Это литературный музей имени Янки Купалы. Он, как долгожитель, будет работать аж до 5 часов утра. Так что ночь в буквальном смысле будет в стенах именно этого музея. Что касается наших коллег по стране, то можно будет посетить бал-маскарад в Косовском дворцово-парковом ансамбле. Можно будет сходить на настоящий средневековый лагерь в музее археологии Берестия. Можно будет захватить с собой фонарик мобильного телефона и походить по залам замков Гродно. Можно посмотреть кино. Мы с вами говорили о том, что музей кино будет с топерами или с оркестром, с настоящим, показывать немое кино. Да, они приглашают в качестве партнеров камерный оркестр Республики Беларусь, и в их музыкальном сопровождении можно будет посмотреть старое кино из запасов музея. Вот это интересно. Светлана, мы знаем, что в связи с пандемией многие музеи мира, да что там многие, все практически перешли в онлайн-режим, в цифровой формат. Национальный художественный
местный музей не стал исключением. Скажите, будете ли вы потом в пост уже период продолжать такую практику? И вообще, насколько пандемия отразилась на работе музея? Хорошую или обратно хорошую сторону? Да. Я должна сказать, что цифровые технологии к моменту начала пандемии это не было чем-то новым для музейной практики. Очень многие старались их применять. Другое дело, что, наверное, не было такой установки вкладываться в развитие, закупать оборудование, которое помогает производить съемку, например, тех же видеоэкскурсий, лекций и многих-многих других проектов. Поэтому для нас пандемия стала тем толчком, который позволил обеспечить техническое составляющая на должном уровне и, конечно, расширить предлагаемый ассортимент цифровых форматов работы музея. Это прямые эфиры наших сотрудников, прямые эфиры открытий выставок. Это рубрики «Слово куратора», «Мастацкий лайф» и некоторые лекции? другие. Лекции в том числе, но, вы знаете, мы их гораздо реже пока используем. Дело в том, что лекция все-таки предполагает определенный тематический набор. Мы бы хотели сейчас сделать акцент на представлении нашей коллекции в цифровом формате. Ну, это и отлично. Мы будем ждать лекции. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была заместитель генерального директора музея Светлана Анейко. Ну, а наш эфир продолжается.